Здравствуйте, меня зовут Елена Ховард. Я расскажу вам о современной уникальной архитектуре Нарвы, города с многовековой историей. Новое здание клуба юных моряков. Здание бывшего детского сада уже третье пристанище Нарвского КЮМа, которому в этом году исполняется 65 лет. Клуб юных моряков – единственное учебное заведение в Эстонии, где школьников обучают мореходству, созданию моделей кораблей и проводят тренировки по водным видам спорта. КЮМ очень популярен в нашем городе и обслуживает около 300 курсантов. Поэтому появилась необходимость расширить это учебное заведение. В 2016 году было пристроено новое здание в стиле хай-тек. Архитектор Владимир Орлов не мог игнорировать тот факт, что территория КЮМа находится в исторической части Нарвы рядом с двумя сохранившимися домами середины 17 века. Архитектор расположил новое здание вдоль бывшей улицы Раху, ныне несуществующей. Имеющая современную архитектуру пристройка своим размером и формой повторяет стоящие прежде на этом месте дома. Невысоким поребриком обозначена граница довоенной улицы. Во дворе КЮМа восстановлена историческая нумерация и расположение бывших строений. Дом в стиле барокко, соседствующий с новым зданием, продолжает предполагаемую линию восточной стороны бывшей улицы. В музее КЮМа макеты старого и нового здания, изготовленные нарвским мастером Федором Шансеном, наглядно демонстрируют этот архитектурный симбиоз 20 и 21 веков. На первом этаже старого здания находятся учебные классы по судоводительству, кабинеты яхтсменов и скаутов, кухня и сауна. В новом здании на первом этаже находится самая современная судомодельная мастерская. Функциональные элементы системы вентиляции располагаются внутри помещений и являются дополнительным стилистическим декором хай-тека. В мастерской оборудован бассейн для испытания моделей. Рядом располагается ремонтная мастерская для яхт, шлюпок и вельботов, которых в КЮМе насчитывается более 30 судов. Их активно используют для соревнований, походов и учебной практики. В подвале нового здания располагается тир, архив, прачечная и складские помещения. На втором этаже нового здания находятся спортивные и актовые залы. Они разделены многоярусной витриной с макетами кораблей и наградами. Это помещение с высокими балочными перекрытиями под двускатной крышей. Здесь сразу несколько источников света – электрическое и естественное, через широкие проемы окон в стене и на крыше. Такое комбинированное освещение создает эффект открытого пространства. Аварийные выходы сделаны в виде балконов капитанских мостиков с винтовыми лестницами, спускающимися снаружи по фасаду здания. Облицовка крыши, переходящая на фасад здания, выполнена из листов итальянской меди. Медное покрытие весьма живописно, постоянно меняет свой цвет, и колористическое изменение медных пластин продолжится и в дальнейшем. Нарва – это не только легенды о былом великолепии города. Это и новая уникальная архитектура. Об исторических и современных зданиях вы узнаете в новой книге «Нарва. От дачи до дворца».